вы знаете, какой Ирландия занимает место в моем сердце. 18 лет назад я была здесь последний раз, но запах тот же. Да. Вот, я всегда говорю, что встреча с диаспорами для меня имеет особое значение в любой стране, в Ирландии особенно, потому что я приезжаю с такой огромной благодарностью к белорусам, которые тоже объединились прошлым летом, и я знаю, что ирландцы ирландские белорусы очень активно выступали, вы организовывали такие шикарные флешмобы. И я знаю, что вашими усилиями Ирландия на душу населения больше всего парламентариев взяли под больше всего политзаключенных. Бабарыкі, і калі чакаць беларусам вызвалення ўсіх палітычных вязняў і якія вы будете предпрымаць кроки для этой справы? Значит, по Виктору Бабарика понятно, что, наверное, другого и от так называемого суда ожидать и не стоило, и они озвучили максимально возможную цифру. И все это делается для того, чтобы устрашить белорусов. Это показательный суд, понятно. Но они... Вы знаете, что для них, для режима самое страшное? Видеть этих людей несумными. Потому что Виктор Бабарика говорит эти прекрасные слова, что он знал, куда он шел, он просто верил в новую Беларусь. Студенты, которые брали последнее слово и говорили о том, что они не пошли в разрез со своей совестью. Это же все вдохновение для белорусов, а режим от этого бесит. Когда ждать освобождения, мы не можем ждать. Мы должны бороться и все вместе все сделать. Понимаете, ничего не ждать. Я же не могу назвать конкретную дату, да, вот когда они придут. Но работать каждый день, не покладая рук для того, чтобы это скорее случилось, у нас нет много инструментов, вы должны это понимать. От белорусов, которые в Беларуси тоже, нельзя требовать от людей невозможно. Когда все сидят просто в ужасе от того, что в любой момент могут прийти. Был ты на демонстрациях? Не был. Был ли ты на кого-то подписан, за тобой могут прийти в любой момент. И люди все равно чувствуют друг друга, все равно чувствуют свою ответственность.